лечение и так далее. Мы сейчас более подробно рассмотрим ситуацию с лекарствами. Давайте перед тем, как начать разговор с нашим первым собеседником, послушаем официальную точку зрения. В Крыму ее озвучил Василий Климов, глава Росздравнадзора по Крыму. Это произошло 21 октября во время заседания по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. И вот Василий Климов, глава Росздравнадзора по Крыму, рассказал о своей реакции, изучили те обращения, которые крымчане оставляют на горячую линию Сергею Аксенову. Они касаются нехватки лекарств в больницах и в аптеках. Давайте послушаем, что ответили на эти многочисленные обращения. Первая составляющая – это обращение граждан, которые обращаются к вам с тем, чтобы помочь приобрести препараты для пациентов, которые находятся в госпитале, в реанимации. Причем препараты называют те, которые применяются строго под контролем. При стационарном лечении. При стационарном лечении, строго под контролем витальных функций, свидетельствующих показателей крови, ЭКГ и так далее. То есть при всех самых лучших раскладах, дома такой препарат ты не назначишь. То есть и почему-то считают, что этих препаратов нет в наличии. Просят обеспечить. То есть это вот одна составляющая. Допустим, нету метилпреднизолона, понятно, в ампулах, тоцилизумаба и так далее, и так далее, и так далее. Я хочу сказать, что мы мониторим данную ситуацию, и в том числе с Минздравом, нет такой информации о том, что этих препаратов нет. Может быть, не будет по конкретному наименованию препарата, но аналоги по международному непатентованному наименованию препараты в стационарах имеются. Которые имеют тоже лечебное воздействие, такое же? Абсолютно. Они аналогичны. Вторая составляющая – это граждане, которые самостоятельно обратились в аптеку и пытаются приобрести целый набор препаратов. Вот те, которые вы сейчас назвали. Это группа гормональных препаратов, группа антибиотиков, группа антиагрегантов и антикоагулянтов. И препараты, так называемые блокаторы цитокинового шторма. Эти все препараты назначаются исключительно по рецепту врача и исключительно по международному непатентованному наименованию. Зачастую, если надо сказать прямо, что врач не выписывает рецепт, а просто написал на бумажке «купите». Либо уже пошло лечение, так называемое интернет-лечение, WhatsApp-лечение, что-то есть. Отправили, надо, не надо, он себе сделал КТ, он пошел покупать препараты. Вот этот набор препаратов, самый скромный, ориентировочно стоит около 20 тысяч. А нужен он в этой ситуации? Нет. Я напомню, что это были слова Василия Климова, главы Росздравнадзора по Крыму, относительно ситуации с лекарственными препаратами в Крыму. И, по сути, ответ такой на многочисленные жалобы крымчан, которые обращаются на горячую линию к Сергею Аксенову и говорят о том, что препараты, необходимые для лечения симптомов или осложнений, возникающих у зараженных коронавирусной инфекцией, нет. Мы продолжим этот разговор с Анастасией Тарабриной, заместителем председателя профсоюза медиков «Альянс врачей». Анастасия с нами на связи по телефону. Доброе утро. Доброе утро. Анастасия, несколько слов о том, вот эта ситуация, которую мы описываем сейчас на территории Крымского полуострова, насколько она характерна для России? Сталкиваются ли в российских регионах с нехваткой тех лекарственных препаратов, на которые сейчас, понятное дело, есть особый спрос в связи с пандемией коронавируса? Вы знаете, в Крыму ситуация ничем не отличается от ситуации, в принципе, по всей стране, потому что в регионах нам тоже поступают жалобы. Например, вчера мы обсуждали это в Кемеровской области, проблему с отсутствием каких-то препаратов именно в аптеках. То есть это обычно поступают жалобы о том, что не хватает антикоагулянтов. Поэтому...
Издание «Новая газета» пишет о том, что такая ситуация действительно по всей России. Причиной этому издание называет введенную в июле 2020 года систему обязательной цифровой маркировки лекарственных препаратов. Если коротко описать ту ситуацию, которую излагает Юлия Латынина в материале «Новой газеты», выглядит все так, что препараты есть, на складах они есть, они производятся в России и возятся из-за границы, но поступить в реализацию они не могут, потому что есть один центральный оператор учета этих препаратов, который работает очень медленно. По вашим наблюдениям, подтверждается ли причина возникновения нехватки лекарств в аптеках? Я думаю, безусловно, это является причиной. Но знаете, вчера прочитала в «Знаком» о том, что Денис Мантуров предложил пока отменить, не отменить, а, скажем так, перевести на уведомительный режим работы эту маркировку. То есть препараты будут отпускать в аптеках пока в таком облегченном режиме, потому что пока на потоке они не могут наладить, чтобы все работало без запинки. Поэтому действительно такая проблема есть, но мне кажется, что все-таки спрос, он тоже вырос. Поэтому дефицит препаратов, тут проблема, в общем, совокупность проблем. То есть большая потребность и плюс эта маркировка, которая была введена в июле месяце, одно другое усугубило. Но это мое мнение. То есть можно надеяться на то, что в обозримом будущем ситуация неким образом выровняется, да, этот дефицит сгладится? Я думаю, что да, и учитывая, что они все-таки, Денис Мантуров признал проблему, это очень правильное решение, что они пока решили облегчить ситуацию, да, и не так строго отпускать все препараты со своими этими маркировками. И нельзя систему переводить на такие масштабы, не протестировав ее. То есть не готовы были ни аптеки, ни склады, никто не был готов к этому. И в период пандемии, это, наверное, не то время, когда нужны такие нововведения, когда и так система вся, и препараты, и само здравоохранение, все работают просто на каких-то повышенных своих мощностях. Вы общаетесь с медработниками, в том числе в разных регионах. Расскажите, приходят ли вам какие-то обращения или жалобы на ситуацию в Крыму? Не так давно, минувшей весной, да, когда была первая волна пандемии коронавируса, мы обсуждали в одном из наших эфиров ситуацию с доплатами в Крыму. Медики жаловались на то, что доплат не получают, жаловались на то, что не укомплектованы в полной мере средствами индивидуальной защиты. По вашим наблюдениям, как меняется ситуация сейчас, когда средства массовой информации пишут, уже как о факте, о второй волне коронавирусной инфекции? Ситуация так же, как по всей стране. То есть у нас есть региональное отделение в Крыму, Альянса врачей, медицинские работники жалуются. И там, где, допустим, мы это придаем какой-то огласке, да, там средства защиты, например, выдают. Но сколько таких больниц по всему Крыму, где точно так же есть такая проблема, но медики молчат. То есть, безусловно, проблема есть. Она никуда не исчезла. Анастасия, я благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи была Анастасия Тарабрина, заместитель председателя профсоюза медиков Альянс врачей. Говорим мы о ситуации с лекарствами на территории Крымского полуострова, на территории соседней России. Говорила Анастасия действительно, что сложности ощущаются, но в ближайшем будущем они могут сгладиться, да, в связи со смягчением регуляторной политики. Что это за регуляторная политика? Я несколько слов скажу об этом. Издание «Новая газета» пишет о том, что ситуация с нехваткой препаратов, которые нужны для лечения симптомов или осложнений после заражения коронавирусом, наблюдается по всей России. Причиной этой ситуации стала введенная в июле 2020 года система обязательной цифровой маркировки лекарственных препаратов. И производство препаратов продолжается. На складах лекарства есть, но из-за медленной работы центрального оператора в реализацию они поступают очень медленно. И так
например, происходит с антибиотиком азитромицин и антикоагулянтом Клексан. Об их нехватке сообщают также и в Крыму. Вот оператор, о котором идет речь, это, по сути, частно-государственное предприятие. Я процитирую «Новую газету». В России продается 5 миллиардов упаковок лекарств в год. И с 1 июля 2020 года 50 копеек с каждой упаковки поступают обществу с ограниченной ответственностью оператор ЦРПТ, который принадлежит Алишеру Усманову. Это российский олигарх, его называют входящим в ближайшее окружение Владимира Путина, корпорации Ростех и компании венчурного капиталиста Александра Галицкого. Вот эта компания взимает 50 копеек с каждой упаковки лекарств, да, за то, что обслуживает эту систему учета. И эта система учета работала довольно-таки медленно. В связи с этим и наблюдался, по всей вероятности, дефицит лекарственных препаратов, в том числе и на территории Автономной Республики Крым. Я хотел бы вернуться к тому фрагменту совещания, которое мы прослушали в самом начале этой программы, там, где Василий Климов говорил Сергею Аксенову, это подконтрольной России глава Крыма, о том, что большинство жалоб, которые к нему поступают, они, ну, во-первых, люди могут жаловаться на нехватку конкретных препаратов, в то время как их аналоги могут быть доступны в аптеках, а во-вторых, Василий Климов говорил, что это связано с тем, что люди сегодня часто прибегают к какой-то самодиагностике и самолечению. На этом же заседании говорилось много о том, что нельзя самому себе назначать, например, компьютерную томографию, как это сейчас можно наблюдать, ну, не только в Крыму. Да, мы знаем, что популярность этой услуги медицинской очень сильно выросла. И давайте, чтобы понять, почему сегодня люди, в том числе и на территории Крымского полуострова, прибегают к самолечению, давайте обратимся к истории симферопольца Руслану Москвина. Ему было 47 лет, мужчина, как говорят родные, с крепким здоровьем. Он умер всего за 9 дней болезни. Это произошло в ночь на 17 сентября 2020 года. Руслан рассказывал друзьям, как с хрипами в легких и температурой за 39 он уговаривал бригаду скорой забрать его в больницу. Последняя запись была сделана 15 октября. Ее опубликовали «Крымские известия». Давайте послушаем фрагмент этой записи, как человек буквально просил, чтобы его забрала скорая помощь. Скорую вызывал, а ей говорю, что терапевту, положите меня, ну это что-таки воспаление. Не, милый, никого мест нету, ничего нету, никак. Ну, понимаете, что воспаление легких. Ничего помочь не могу. Сегодня ночью звонил в скорую 39,1. Это 8 вечера. Мне сразу предупредили: парень, будешь очень долго ждать. Я говорю, я дождусь. Почти в 11:30 приехали скорая. Ну, девочки нормальные в этом противочумных костюмах. Сделали мне кардио, сердце. Что там? Сахар пробили. Давление померили, послушали. Да, так и так. Посмотрела, что мне назначили. Еще плюс добавила там, что у меня лежит на столе. А ты что это не пьешь? Ну, типа, закончил. Ни хрена, а там еще таблетки есть, должен курс допить. В общем, теперь вот, девчонки, заберите меня. Я говорю, ничего нет, не можем, мест нету. Вот так вот, жди. Если у тебя будет результат на ковид положительный, естественно, тут уже Роспотребнадзор сам приедет, тебя заберет и положит. Вот. Такая. Утром звоню в компьютерную томографию. 3500 рублей стоит, кстати, эта фигня. Я говорю, объясняю так и так, мне нужно сегодня кровь из носа сделать эту фигню. Нет, ничем помочь не можем, очередь, аж только на субботу. Я говорю, вы что, озверели? Это же за деньги. Ничем помочь не можем, можете приехать, так вот сесть в живую очередь. Итак, я напомню, что это были слова Руслана Москвина, который буквально умер, да, вот 15 сентября, после того, как несколько раз обращался с просьбой о госпитализации, но ему в этих просьбах было отказано. Это фрагмент аудиозаписи, которую записал сам Руслан Москвин, ее опубликовало издание «Крымские известия». И вот в той ситуации, когда крымчане, с одной стороны, сталкиваются с достаточно
медленно и неэффективно работающей, вот по мнению этих людей, особенно которые пишут нам в социальных сетях, системой здравоохранения, когда они не могут добиться госпитализации либо направления на какие-то анализы, вот здесь они сталкиваются с той ситуацией, когда они жалуются на эту ситуацию в Совет министров Крыма, а им говорят, что на самом деле ситуация стабильная, что если каких-то препаратов нет в аптеках, то есть их аналоги, и вообще не надо заниматься самолечением. Да? А какие есть еще варианты, когда официальная система здравоохранения не может в полной мере удовлетворить потребности населения. Да, логика может быть такой. Ну, крымчане не прекратили жаловаться, даже когда услышали вот это разъяснение из Совета министров Крыма, начали просить о помощи тех знакомых, тех крымчан, которые живут на материковой части Украины, которые живут в других странах, начали распространяться по социальным сетям призывы о помощи. Списки с десятками наименований препаратов, которых не хватает в Крыму, которые проблематично купить в российских аптеках, но они есть в свободной продаже на материковой части Украины. На эту ситуацию откликнулся Меджлис крымско-татарского народа. Там призвали специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине и мониторинговую миссию ООН по правам человека посетить Крым, Всемирную организацию здравоохранения и Красный Крест принять безотлагательные меры по оказанию жителям Крыма качественного медицинского обслуживания. Я процитирую заявление Меджлиса. Российская оккупационная власть Крыма скрывает от общественности и международных организаций объективную картину заболеваемости и смертности вследствие COVID-19. В Меджлисе заявляют, что медицинскому персоналу больниц строго предписано указывать в документах умерших причиной смерти одной из сопутствующих болезней пациента без указания COVID-19. Далее цитата. «Засекреченная информация об эпидемиологической ситуации в местах лишения свободы и о состоянии здоровья незаконно удерживаемых в них крымских политзаключенных», говорится в сообщении. Меджлис крымско-татарского народа и Всемирный конгресс крымских татар объявили о сборе лекарств и средств на их приобретение для помощи жителям Крыма. К этому процессу подключились волонтеры. Узнать, как можно помочь, можно, обратившись, например, в общественную организацию «Крымська родина». Отреагировала на ситуацию в Крыму и постоянное представительство президента Украины в Автономной Республике Крым. Оно осудило действия оккупационных властей, этот неэффективный контроль, при котором сложилась такая ситуация, и предложило упростить доступ к медицинской помощи для жителей Крыма на материковой части Украины. Открыть аптечные пункты на административной линии, предоставлять онлайн-консультации для жителей временно оккупированной территории. Вот об этом мы детально поговорим с Антоном Кореневичем, постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым, после буквально паузы на несколько секунд. Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. Мы продолжаем эфир. С нами на связи Антон Кореневич, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. Антон Александрович, доброе утро. Итак, несколько слов о реакции постоянного представительства президента на ситуацию на территории Автономной Республики Крым. Какими данными вы сейчас располагаете? Насколько близка ситуация в Крыму к гуманитарному бедствию? Доброго ранку. Ну, по-перше, зазначу, що наша реакція спричинена тим, що, безумовно, ми, як орган, який працює по Криму, постійно спілкуємося з нашими громадянами, які постійно проживають на тимчасово окупованій території. І, ви знаєте, буквально щотижня нам говорять наші кримчани про те, що ситуація все більше ускладнюється, і все більше дійсно схожа на гуманітарну катастрофу, яка спричинена неможливістю ефективно працювати окупаційній владі, так, тобто вона не може вирішити ті проблеми, які існують. Ми дуже багато знаємо про ковід в Криму, про те, що, вочевидь, він був завезений з Москви та з інших великих міст, що все почалося на південному березі, а потім, власне, розповсюдилося по території всього Криму. І зараз, дійсно, ми от буквально в кінці минулого тижня говорили з кримчанами про те, що ситуація дійсно жахлива. Ми спілкуємося з лікарями, які вимушені чергувати тижнями в лікарнях. Ми спілкуємося з людьми, які говорять про те, що навіть банальний амброксол чи амбробене
тобто найбазовіші ліки, не можна придбати в аптеці. Тому, безумовно, ми хочемо, щоб кримчани розуміли, що на підконтрольній Україні території розуміють ситуацію в Криму. І, власне кажучи, ми намагатимемося робити все для того, щоб полегшити ситуацію, яка склалася для наших громадян у Криму. Безумовно, беручи до уваги той факт, що поки що тимчасово ми не маємо доступу до тимчасово окупованої території. Говоря о том, как можно сейчас помочь гражданам Украины на территории Крымского полуострова, в том числе вот и в представительстве президента говорят о возможности проведения онлайн-консультаций с теми людьми, которые находятся в Крыму, да, через сеть интернет, когда очень усложнен физический доступ на материковую часть Украины. Телемедицина, да, перспективы телемедицины вот в крымском направлении обсуждают, если я не ошибаюсь, уже не первый месяц и, может быть, не первый год. По вашим данным, насколько сейчас уже отстроена эта система, когда она может быть запущена фактически вот уже к применению? Робота на цьому напрямку ведеться, тому що, безумовно, ми і до епідемії COVID-19 розуміли, що питання з належною медичною допомогою у Криму дуже ускладнене, і тому навіть незалежно від COVID-19 ми вважаємо, що телемедицина, оця можливість зв'язатися напряму з лікарем на підконтрольній уряду України території і проконсультуватися з ним, це дуже важлива річ. Звичайно, така послуга, як телемедицина, онлайн-медицина, вона, безумовно, стає більш важливою у часи пандемії. Ну, це питання опрацьовується. Про будь-які терміни, звісно, важко зараз говорити, але ми розуміємо, що телемедицина в цілому важлива для країни, але особливо вона важлива для мешканців, безумовно, тимчасово окупованих територій. Я благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Антон Кореневич, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. Мы продолжаем эфир. Я напомню номер телефона, по которому к нам можно дозвониться: 8 800 1006 926. Если вам есть что сказать по ситуации с коронавирусом на территории Крыма, вы можете позвонить нам сейчас, вы можете позвонить нам вне временных рамок прямого эфира, тогда ваше сообщение останется на автоответчике. Ну вот пишет нам в комментариях под трансляцией, что в Ялте больница переполнена, свободных коек нет, но такая ситуация не только в Ялте. Я уже говорил о том, что нам наши читатели сообщают о сложной ситуации в разных городах Крымского полуострова. Вы можете также добавить свою информацию, да, которая у вас есть. Мы ее обязательно опубликуем на страницах сайта Крым Реалии, в телепроекте или в одном из наших радиоэфирах. Обязательно расскажем ту информацию, которой вы хотите поделиться с жителями Крыма. Мы продолжим наш разговор с Ириной Седовой, экспертом Крымской правозащитной группы. Ирина, доброе утро. Доброе утро. Давайте вот эту ситуацию, которая складывается в Крыму, попробуем разобрать, да, с точки зрения международного права. Вот с этого я бы хотел начать. Кто на данный момент несет ответственность за жизнь и здоровье жителей Крымского полуострова в то время, когда Россия заявляет свои претензии на этот Крым и осуществляет эффективный контроль над этой территорией, да, как это международно признано как государство-оккупант, или Украина, граждане которой живут на этой территории? Ну, эти все вещи четко отрегулированы в Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Там есть статья 38, где четко сказано, что оккупирующая держава несет ответственность за то, каким образом будет предоставляться медицинская помощь жителям оккупированной территории. Эти люди должны получать присылаемую им индивидуальную или коллективную помощь, это сказано в статье 38, и жители оккупированной территории будут получать медицинскую помощь и лечение в больницах в той же степени, что и граждане заинтересованного, но оккупирующего государства, если это требует состояния их здоровья. То есть никаких различий между россиянами и жителями Крыма в данной ситуации Россия делать не должна. Она должна одинаково, максимально возможно, оказывать медицинскую качественную помощь людям, которые живут на оккупированной ею территории. То есть это четкая ответственность Российской Федерации. Здесь никаких разночтений быть не может.
Обязательства Украины перед крымчанами в этой ситуации есть? Здесь говорится в международном гуманитарном праве, есть статья 23, и здесь есть такой пункт интересный. Написано, что каждая договаривающаяся сторона, то есть страны, которые подписали эту конвенцию, будет предоставлять свободный пропуск всех посылок с медицинскими и санитарными материалами на оккупированную территорию, то есть на территорию вооруженного конфликта. То есть получается, что украинские пограничники не должны препятствовать отправке с Украины какой-то гуманитарной помощи и медицинских санитарных предметов, которые необходимы для защиты жизни и здоровья людей. С этой точки зрения, если смотреть. И, соответственно, российские пограничники тоже не должны чинить препятствия. Мы знаем, что у Российской Федерации иногда не пропускают лекарства, которые, например, разрешены в Украине, а в России они считаются там типа наркотическими или какими-то, ну то есть у них там более жесткий контроль. И они эти лекарства не пропускают, хотя люди в них нуждаются, жители Крыма. Поэтому здесь есть, конечно, нарушения со стороны Российской Федерации, и это печально, но... Вы же знаете, как Россия относится к международному гуманитарному праву. Она просто вытирает об него ноги уже 6 лет. Поэтому я не удивлена, к сожалению. Во многом о ситуации с коронавирусом на полуострове мы можем судить на основании тех источников информации, которые принято считать в Крыму официальными. Да, это подконтрольная России, правительство Крыма и различные его структуры. По вашим наблюдениям, насколько озвучиваемая ими информация соответствует реальной действительности? Ну, у нас уже давным-давно обоснованные подозрения, что оккупационные власти просто-напросто врут о том, какая ситуация на полуострове. Особенно это было заметно летом, когда они хотели заработать деньги на туристах. Им было абсолютно наплевать, сколько людей заразится. Делался в прессе вид, что все хорошо, занижалась эта статистика, потому что посреди лета они просто взяли и уменьшили почти в 2 раза количество человек, да, которые умерли от коронавируса. То есть у них сначала была одна цифра, а потом в какой-то день они сказали, нет, мы неправильно считали, давайте скажем меньше цифру. И с тех пор их статистика, которую они публикуют официально, отличается даже от того, что мы за ними ведем, потому что они до 8 июля говорили одни цифры, а потом стали говорить цифры меньше, это по смертям, да. Точно так же по заболевшим люди рассказывают, что койки переполнены, что в морг привозят людей, умерших от коронавируса, но диагнозы, причины смерти ставят совершенно другие. То есть мы подозреваем, у нас прямых доказательств нет, насколько нарушена эта статистика, насколько она замалчивается. Но мы думаем, что ситуация на самом деле хуже, чем она есть, и этому есть подтверждение от тех источников, от тех людей, которые работают в крымских больницах и общаются с нами напрямую. Я благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи была Ирина Седова, эксперт крымской правозащитной группы. Говорим мы о ситуации с коронавирусом в Крыму. Говорим мы уже не первый раз. Мы внимательно следим за ситуацией на полуострове. Периодически освещаем, да, посвящаем этой теме наши эфиры. Стараемся отслеживать эту ситуацию в динамике. Вы можете нам очень сильно помочь в этом. Присылайте нам свои материалы, свои наблюдения относительно происходящего в Крыму. Мы обязательно поможем вам рассказать о происходящем вокруг вас, нашей аудитории, где бы она ни находилась, как на самом Крымском полуострове, так и за его пределами. И крымчане имеют право знать, крымчане имеют право быть услышанными. Мы переходим к следующей теме нашей программы. Ищите сайт Крым Реалии в интернете, наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте, наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Это радио Крым Реалии, 648 АМ. С понедельника по пятницу мы в прямых эфирах по новому для Крыма времени. Это утренние эфиры с 9:00 и вечерние с 19:00. Присоединяйтесь. У микрофона Катерина Некречия. По скайпу с нами Сергей Макрушин. И, как и обещали, мы поговорим дальше о медсестрах на войне с коронавирусом. Сейчас мы расскажем вам историю медсестры из США, страны с наибольшим в мире количеством инфицированных COVID-19. Каково это ежедневно бороться с болезнью, чередуя победы и поражения. Об этом подробнее расскажем далее.
В самом начале пандемии в Соединенных Штатах вышла довольно милая серия постеров. На плакатах были изображены американские комиксовые супергерои. Супермен, Спайдермен, Бэтмен, Железный человек и прочие. Они машут рукой, приглашая в отряд супергероев человека в белом халате, врача. О героизме медиков в борьбе с пандемией говорят в большинстве стран мира, в особенности там, где больницы перегружены, а врачи работают в двойные смены. Сюжет о медсестре, который мы сейчас вам расскажем, подготовила журналистка проекта «Голос Америки» Карина Бафраджан. И она считает ключевого персонажа своей истории настоящей героиней. Моя героиня, сюжет, который мы совсем скоро уже посмотрим, она медсестра, отделение скорой помощи. И мне кажется, как раз-таки... У меня вообще было отношение к врачам именно как к героям всегда. И это не просто какое-то пафосное, громкое слово, это действительно так. И мне кажется, сейчас, особенно когда со всей этой историей коронавирусной, мне кажется, она доказывает, что эти люди именно супергерои, и никак иначе. И опять же, это не ради красного словца, мне кажется, это абсолютная правда. И, собственно, вот таким людям мы посвятили документальный фильм, о котором мы сейчас поговорим. Вот у журналистов есть такая одна привилегия, которой я пользуюсь, очень люблю пользоваться, это смотреть новинки кино до их релиза. И, собственно, так случилось вот с документальной работой под названием «В случае экстренной ситуации». Этот фильм сняла прекрасный режиссер, документалист Кэролин Джонс, и свои все документальные работы она как раз-таки посвящала медработникам. Изучала, с какими проблемами они сталкиваются, кризис здравоохранения в США. И вот в этом фильме появляется много разных медсестер, медработников, но вот именно Кэтлин стала, по сути, главной героиней этого фильма. И самое интересное, что этот фильм сняли, закончили монтаж, уже все, он был готов до пандемии. А теперь давайте перейдем непосредственно к истории. По последним данным, коронавирусом во всем мире уже заболели более 43 миллионов человек, более 1 миллиона 300 тысяч скончались. Новая героиня проекта «Голоса Америки» под названием «Она». Вот такой проект, кстати, мы его часто цитируем, можно его найти на странице «Голоса Америки» в Ютьюбе и на их сайте. Так вот, эта героиня медсестра, одна из тех, кто оказался на передовой в борьбе с недугом. О работе своей и своих коллег Кэтлин Робинсон рассказала в документальном проекте, который называется «В случае экстренной ситуации». Кэтлин Робинс работает в одной из больниц города Паттерсон, штат Нью-Джерси, это восточное побережье США. Кэтлин пошла по стопам родителей и всю жизнь посвятила медицине. Год назад медсестра согласилась на необычный для себя эксперимент – принять участие в съемках документального фильма о таких же, как она, работниках скорой помощи. Картина получила название «В случае экстренной ситуации», должна была выйти в свет в марте. Из-за пандемии было принято решение возобновить съемки проекта о том, каково это ежедневно бороться с врагом по имени коронавирус. Сама Кэтлин Робинсон называет пандемию COVID-19 сложнейшей в истории ее практики. Это самая сложная ситуация, с которой мне и моим коллегам приходилось сталкиваться в нашей профессии. Я никогда не видела ничего подобного. Каждый день мы учились сражаться с этой болезнью. Было ли это ужасно? Да, абсолютно. Было ощущение, что на нас обрушился шторм. Пациентов с COVID-19 было столько, что мы еле справлялись. Мы установили палатки на улице, некоторые лежали прямо в комнате ожидания. Все больничные койки были заняты. Пациенты были в очень тяжелом состоянии. Для нас это был настоящий вызов. В фильме появляются и другие сотрудники скорой из самых разных американских штатов. Но режиссер Кэролин Джонс говорит, что ее задачей было найти медсестру, которая смогла бы стать голосом всех медработников. Достойной этой роли она посчитала именно Кэтлин. А вот что говорит сама медсестра. Это совершенно замечательно иметь возможность рассказать миру о том, что мы делаем. Правда, видеть себя на экране все же немного странно. Кэтлин Робинсон признается, что сейчас она больше всего ценит редкие минуты тишины и покоя. Работа отбирает все силы, эмоциональные и физические. Пандемию она обсуждать не любит, даже с семьей. Исключение медсестра сделала лишь для одного человека, режиссера Кэролин Джонс. Сама автор фильма говорит, что провела много времени вместе со своей героиней. Мы провели много времени, снимая Кэтлин. Я привыкла видеть ее энергичной и жизнерадостной. Но потом, когда мы возобновили съемки уже во время пандемии, я поехала к ней домой и увидела ее сидящей на крыльце у входа.
Было ощущение, будто вся тяжесть коронавируса упала на ее плечи. Мне было ужасно неловко задавать ей вопросы об этом. Я, по сути, заставляла ее пережить худшие дни ее жизни. Это, наверное, было мое самое сложное интервью. Медсестра Кэтлин утверждает, что, несмотря на все трудности, она по-прежнему очень любит свою профессию и со смехом вспоминает, как в детстве мечтала стать адвокатом. Она даже поступила на юридический, однако в последний момент передумала и пошла учиться на медсестру, потому что, считает Кэтлин, это идеально подходящая профессия. Это было лучшее решение в моей жизни. Эта профессия идеально мне подходит. Заботиться о других – в этом суть моего характера. У меня всегда было желание помогать другим, поэтому я благодарна за возможность быть рядом с людьми, когда им нужна моя помощь. Я медсестра на все 100%. Эту работу либо любишь, либо ненавидишь. Середины тут нет. Каждый день ты встречаешься с разными пациентами. Каждый день это новый вызов. Это возможность спасти жизнь человека, взять его за руку, выслушать его. Для пациента ты становишься единственным, кому он в данный момент доверяет свою жизнь. И это настоящая привилегия. С работой скорой помощи сталкивается множество людей по всему миру. Случаи бывают разные, от тривиальных болей в животе до симптомов экзотических болезней. Журналисты проекта «Голоса Америки» попросили зрителей на YouTube написать самые запоминающиеся случаи контактов со скорой. У самих журналисток тоже были разные случаи. К примеру, ведущая Маша Мортон вспоминает, как ее ребенок упал с лестницы, травмировался, и она, как перепуганная мать, пыталась что-то сумбурно объяснять врачам. Те отнеслись к ней со спокойствием и вниманием, несмотря на ее состояние. А журналистка Карина, которая готовила сюжет о Кэтлин Робинсон, рассказывает, что врач, по ее мнению, это человек по призванию. Вот это, кстати, ты очень точно подметил внимание. Даже, я бы сказала, неравнодушие. Да, у меня детский врач, я помню, которая в любой момент могла приехать ко мне домой, прибежать на помощь. Опять же, такой супергерой моего детства. Кстати, мне кажется, вот в этом плане наша героиня нашего эпизода сегодняшнего, она потому и стала главной героиней этого документального фильма, она об этом сама говорит, что это либо есть, либо нет. Вот это неравнодушие к другим, к другой жизни, к другому здоровью. И, конечно, она, мне кажется, Кэтлин, не сколько вот мы ее единственную одну выделили, это все-таки такой собирательный образ всех медработников, о чем она, кстати, говорит, что она просто хочет стать их голосом, она себя как-то не выделяет. И вот таким образом, мне кажется, и фильм — это такая своеобразная благодарность за все, что они делают. Ну и вот мы тоже постарались показать их историю о том, как они работают, дать им возможность рассказать об этом. И своего рода это такое спасибо. С более полным спектром рассказов медработников вы можете познакомиться на сайте «Голоса Америки» в материале наших коллег. Вот исходя из того, что медработники рассказывают, их профессию трудно назвать легкой или подходящей каждому. Для работы с больными человеку необходимы определенные качества, либо изначально присутствующие в характере, либо приобретенные с годами учебы и тренировок. Ну вот, собственно, поэтому героем настоящего времени стать довольно-таки непросто на самом деле. Это правда. С одной стороны непросто, с другой стороны, благодаря тому, что у нас есть интернет, и мы так быстро можем связаться друг с другом, находясь в разных концах этой планеты, да, то, конечно же, какая-то информация о каких-то героических поступках, она может, с другой стороны, разлететься намного больше, да, и благодаря этому мы видим вот разные позитивные примеры, а как себя круто можно показать на самом деле, проявляя какие-то базовые человеческие качества и нормальное отношение к тому делу, которое ты делаешь. Это радио Крым Реалии, и нужно сказать вам, что наш номер телефона абсолютно доступен для вас 24/7, 8 800 10 06 926. Расскажите, кто для вас герои настоящего времени, какие истории вы можете рассказать про крымских врачей, даже не относительно с эпидемией коронавируса. Может быть, у вас есть какие-то другие истории, потому что это тоже очень важный момент, а тем более, чем сложнее обстоятельства работы и условия работы, тем этот героизм будет по-настоящему заметнее. Поэтому 8 800 10 06 926, звоните в любое время, оставляйте свои сообщения и скажите, если вы хотите, чтобы ваше имя не звучало в цитировании этой истории, то так и скажите. Мы, конечно же, к этому прислушиваемся и очень благодарны вам за коммуникацию и за информацию. Радио Крым Реалии, 600
648 АМ. Для вас эфир провели Сергей Макрушин и Катя Некречия. Хочется сказать, что оставайтесь с нами всегда, потому что мы работаем в прямых эфирах для вас с понедельника по пятницу по Крыму с 9:00 и с 19:00. В остальное другое время есть прямые эфиры наших коллег Донбасс Реалии, Настоящее время и Голоса Америки. И вы можете узнать много полезной информации. Поэтому оставайтесь с нами на 648 АМ круглосуточно.